просто сделать из русских слов русские. Во-первых, мы знаем, что звука «ы» в русском языке нет, как и во многих других европейских языках. Поэтому там, где у нас быть, у нас получается бутвей. Там, где плыть, у нас получается плутвей. Заменяем «ы» на долгую «у». Местами даже «и». То есть вместо пить у нас получается путун. Е мы заменяем на долгую э. Поэтому у нас получается эстун, то есть есть. Дейна, то есть день. О мы заменяем на а, поэтому вместо слова ночь у нас получается накц. Вместо слова осень асенис. Вместо слова обоз у нас абазос. А перед существительными третьего лица мы добавляем т. То есть он у нас, мы уже знаем, что о мы заменяем на а, и к анс мы добавляем т. Тац. Если о у нас безударная, то оно заменяется на э. То есть она у нас переходит в эна, мы добавляем т, получается тена. Оно у нас превращается в энан, мы добавляем т, получается тенан. Они у нас получается эней, мы добавляем т, получается теней. Вот как все просто. Из любого русского слова можно сделать прусское. Например, как по-прусски будет язва. Я — это тоже дифтонг, он у нас переходит в эй. Эйзва. Эйзва — это ранка или язва. И еще есть такая замечательная вещь, как прусское неполногласие. То есть по-русски борода, по-прусски борда. По-русски ворота или врата, по-прусски ворта. По-русски голова или глава, по-прусски голова. Таких слов очень много, так очень легко, быстро можно выучить русский язык.